Пожелтевшие и потрескавшиеся от времени снимки приобретают новую жизнь. Спустя десятки лет, словно вернувшись из прошлого, они вновь шагают в бессмертном полку. Рядовые солдаты, пулеметчики, командиры, герои России. Магомед Горакоев в этом году уже во второй раз понесет портрет любимого деда по центральным улицам Алгабека в составе бессмертного полка. К этому знаменательному событию молодой человек готовился заранее. Отыскал фото ветерана Шабазгирея Гадаборшева, сшил военную форму старого образца и почти закончил штендер. 7 лет, 6 месяцев и 22 дня. Он прошел всю войну от начала до конца. Я хочу, чтобы знали и помнили об моем деде, чтобы они видели везде, чтобы... я горжусь своим дедом. Я буду проходить на параде в плакате дедушки. Уже через несколько дней его фотография вновь украсит ряды бессмертного полка, как доказательство того, что подвиг защитника не будет забыт. Ветераны армии и флота, труженики тыла и партизаны, узники фашистских лагерей, блокадники, бойцы сопротивления. Бессмертный полк связывает единой ниточкой всех тех, кто внес неоценимый вклад в победу над фашизмом. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. Уже 9 мая парадным строем вдоль главной улицы Магаса начнется шествие тех, чьи предки внесли неоценимый вклад в великую победу. Бессмертный полк пройдет во всех городах России. И не только. К патриотической акции присоединятся жители Швейцарии, Бельгии, Австралии, Канады, Греции, Швеции, Израиля, Эстонии, Германии и многих других стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня, глядя на масштабность акции, сложно представить, что первый бессмертный полк состоял из нескольких сотен людей и прошел только в одном городе. Им стал Томск. В 2012 году ряд активистов вышли на улицы с портретами своих предков, героев, победивших фашизм, вписав таким образом в летопись бессмертного полка сотни тысяч фамилий, героев, которые должны идти победным маршем в любые времена. Так и зародилась эта светлая, добрая традиция. Амина Бокова, Новости 24.